До 7 часов. Такая движуха интересная. День пограничников сегодня, видимо. Точно. Мощно. Надо будет потом зайти тоже. Снимать можно? Так, лучше обойти. Я с собой пистолет есть. Надо никогда не сказать. Главе Республики Калмыкия Бату Сергеевичу Хасидову и начальнику пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области генерал-майору Вахнину Александру Николаевичу. Добрый день, дорогие друзья, уважаемый Александр Николаевич. Я преисполнен гордости за наших пограничников, за наших ветеранов службы. Ведь все мы с детства... Наши ребята. Только пограничника. Красота. Что за красивый костюм у вас? Что-то новое, что ли? Ты кто, мужик? Ты что нас снимаешь? Тебе кто разрешал? Это тот самый Юка Утеев, герой моих историй. А, я на калмыцком, да, должен? Да, ты же в истории. Что ж, Ты, кстати, не записал Ю. челлендж. Чичи Сунгоч. Дана. Бичлав би. О, Олеся. Мен тут сугар. Георгиевский крест, ты когда успел его заработать? Уже успел. Это наш оркестр, Государственный театр танцев Калмыкии и хореографии. Руководитель оркестра, директор оркестра. Надо ему
Ставила я не ставить. Нет, надо ставить. Сегодня вот так вот. Война войной, а обед по расписанию. Умеют повара проворачивать дела, что плохо лежит, не зевай, вай, вай. Только повара, только повара, только поворачиваться успевай. Преступнику печень, но сойдет для него требуха. Нероскошный обед обеспечен, а ему все равно. Ха-ха-ха! Умеют повара проворачивать дела, что плохо
разъедетесь по домам. Правильно. Часто бывал по ночам, друг свою смуглянку я в отряде повстречал. Командир, вы знаете, я недавно сочинил песню на калмыцком языке. Можно спою? Выдают! Это буря, это чистое голубое небо, это страсть калмыков. Киштан, сыграй на домбре, помоги. Постой, дорогой. Хорошо танцуешь. Извини меня. Слушай, я знаю, ты хорошо играешь на кавказских барабанах. Поможешь мне? Я тебе скажу, когда. Товарищ командир, у меня душа горит. Танцевать хочу. Вы когда-нибудь видели кавказский танец? Нет. О, кавказский танец — это тоже огонь. Это тоже гора. Это чисто. Ну как? Молодец, очень хорошо. Ну что, душа перестала гореть? О, дорогой, я как будто чистой родниковой воды выпил, как дома побывал. Как война закончится, танцором, наверное, будешь. Да нет, у нас на Кавказе все танцоры. Так у нас в Калмыкии тоже все танцоры. Ай, красавцы! Товарищ командир, а вот наша дочь полка до войны...
Россию молюсь, я своей великой страной горжусь, потому что мы здесь рождены и живем. Это наша земля, это наш отчий дом. Не сгибалась ли Русь, поднималась опять, несмотря ни на что, продолжаю стоять. Приветствую, дорогие друзья! Это рубрика «Пословицы и поговорки народов России». И сегодня у нас в гостях артистка народного ансамбля «Степняночка» Анна Ивановна. Анна Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Здрасте, люди добрые! Как вы отлично выглядите сегодня, у вас такой наряд прекрасный. А потому что праздник сегодня славянской культуры и письменности. Поэтому мы сейчас будем выступать. Скажите, пожалуйста, какую-нибудь пословицу русскую народную? Ну сразу на ум-то не приходят все сразу. Ну вот одну скажу. Без семи глаз, нет, у семи нянек дитя без глазу. Еще раз скажите, я заново. И у семи нянек дитя без глазу. Очень интересная пословица. Интересно, какой же смысл она несет? Зрители, подписчики, как вы думаете, о чем эта пословица? Напишите в комментариях. 7 нянек было, а теперь 7 раз отмерь, Да. 1 раз отрежь. Век живи, век учись. Век живи, век учись. Микрофон. Вот еще могу сказать одну. Век живи, век учись. Учение – это свет, а не учение – тьма. Учитесь, люди добрые. Да, и вы что-нибудь скажите. Нормально, все хорошо. Таня, говори. Вы уже сказали, я всем подсказала, какие были. Подожди. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Вот так вот. Надо трудиться, товарищ. Где родился, там и пригодился. Вот так вот, правильно. Какие прекрасные женщины, красивые. Да, конечно. Давайте вот вы еще что-нибудь. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Спасибо большое вам за пословицы. Да их уйма, они сразу все в голову-то не идут. Это ж надо посидеть, подумать, а потом и выдать. Отлично, спасибо вам. Тем более у нас сейчас в голове только